Хочу рассказать, как все это было, как у нас работает гласность. Не прошло и буквально даже 2 часов, мне кажется, не прошло с тех пор, как я выложила несколько видео по поводу этой ситуации, как мне вышли на связь с департамента и попросили подъехать к ним. Я была уже дома, я ужинала, и мне предложили за мной приехать. В 18:47 меня забрали, и вот сейчас время 21:56, только буквально 10 минут назад я оттуда вышла. Там собралось очень много народу. Оказывается, гласность у нас работает, поэтому если у тебя есть какая-то нерешенная проблема, оказывается, нужно просто освещать это в соцсети. Вот, я была сперва в департаменте полиции, где меня допросили и попросили удалить все видео, якобы во избежание конфликта на межнациональной почве. Потом я поехала в УВД, вот, и тоже вот провела там порядка 3 часов. Приехал человек с КНБ, приехал человек с прокуратуры. Вот. Всем все понятно, но заявление написала, и будет, я надеюсь, что в этом... Всем же понятно, что дело вообще не в песне. Дело вообще не в песне. Все же поняли, да, подтекст, посыл. Хотя Лиана говорила о том, что якобы она тоже слушает казахские песни, они у нее есть в плейлисте, но это такой сказочный пиздеж. Вот. Дело совсем не в песне, дело в отношении к национальности, к народу, к культуре, к стране. Поэтому для меня принципиально будет довести это дело до конца, и чтобы человек... Хотя, мне кажется, такие люди ничего не осознают, просто не будут говорить в кругу казахов, таких как я, что-то плохое. Просто будут себя сдерживать. Я не думаю, что люди с таким мышлением, с прошивкой, они что-то осознают, меняют свое мнение. Там, мне кажется, с молоком матери впитана вот эта ненависть, обесценивание нашей нации. Поэтому пусть я останусь без работы, но я надеюсь на то, что человек понесет какое-то наказание. Ну, да, она не станет лучше относиться к казахам, более уважительно.